За такую вставку, она настолько выразительная, что добавить нечего. Я подошел к разговорам у некоторых столов, можно было прислушиваться, узнать о событиях личной жизни, о судьбах родных, близких в годы суровых испытаний. Кто-то даже показывал постаревшие фотоснимки и документы на экранах своих телемобильников. Подошел к столу с видеоаппаратом Руслан Дробенко. Он, кстати, здесь рядом. Он постоянно публикует в соцсетях видеофильмы о ветеранском движении. Собравшиеся за столом говорили об окончании Второй мировой войны, о том, что фронтовики, вспоминая, рассказывали о разгроме советскими войсками японской Квантунской армии. Японцы считали войну проигранной и готовились к переменам. Неожиданно была атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. По их мнению, она нужна была скорее для устрашения Советского Союза. Дробенко поддержал рассказчиков за столом своими воспоминаниями. Он приводил много примеров и материалов о родных и близких его семьи, фронтовиках, участников японской кампании. Память о них берегут в его доме. Его бабушка Эсфир Фридлянд участвовала в качестве батальонного военврача в военных действиях в составе 26-го Харбинского стрелкового корпуса и была награждена орденом Отечественной войны второй степени и медалью за победу над Японией. Дедушка Афанасий Деревянко 23-го года участвовал в обороне Сталинграда, в боях на Курской дуге, форсировании Днепра, Дуная, в составе артиллерийских и танковых войск, награжден орденом Отечественной войны. Соломон Фринкля 23-го года был призван в Узбекистане. В наградном листе гвардии лейтенант Фридлянд уничтожил в бою 36 гитлеровцев, 2 огневые точки, отразил 2 атаки, награжден медалью за отвагу. Дядя мой, Давид Харак, оказал врачебную помощь 839 раненых, награжден орденом Красной Звезды. Другие близкие его семье, участники боевых действий: Владимир Мацков, Буня Гун, хирург, Борис Равкин, Давид Каплан. Подтверждение участия всех близких в боевых действиях, а награды все они хранятся в редакции. По сообщению сидевших за столом, родившихся в городе Порт-Артур Владимира Лопушевского. Кстати, его нет здесь. Я все время спрашивал, есть ли он. Так вот, он родился в Порт-Артуре. Его отец, участник боевых действий в 3 войнах в Порт-Артуре в звании капитана, служил в разведке. Ранен, вражеская пуля скользнула ему вдоль виска. Награжден. Интересна была реакция окружающих на услышанное. Вслух восхищались, другие пытались рассказать о своем. Были и недоверчивые, много здесь недосказанных. Расходились в понимании важности для актуальной, что нашего времени, что происходило десятки лет назад. Спасибо вам.